Здравствуйте, дорогие зрители! Я рада вас приветствовать в нашей студии «Красный Коннект» в программе «Точка зрения», проект Якутского рискома КПРФ. Сегодня в нашей студии я, ведущая Карипанова Нина, и наш гость Джиоев Умар Христофорович, заслуженный энергетик Республики Саха-Якутия, ветеран труда Российской Федерации. Тема нашей программы посвящена пожарам в жилых домах от короткого замыкания электропроводки, причиной которой становится плохо контролируемое использование электрических сетей. По определению, короткое замыкание – это электрическое соединение двух точек электрической цепи с различными значениями потенциала, не предусмотренное конструкцией устройства и нарушающее его нормальную работу. Сегодня мы подробно разберем эту тему и поговорим о причинах возникновения короткого замыкания, мерах предосторожности и минимизации причин возникновения. Марк Христофорович, пожары в жилых домах от короткого замыкания волнуют всех жителей республики сегодня. Сегодня в средствах массовой информации можно многое об этом узнать, и вы, как заслуженный энергетик, сталкивались ли со случаем пожаров от короткого замыкания? Я должен рассказывать, да? Значит, я перед тем, как перейду к основной теме, короткую характеристику в одной части. 23 января 2019 года я обратился к председателю Общественной палаты Республики Якутия к вопросу на тему безопасное проживание граждан газифицированных многоквартирных жилых домов Республики Саха-Якутия, проблемы и пути решения. К тексту обращения приложил факты взрыва бытового газа в Магнитогорске, взрыв бытового газа в 10-этажном доме из 3 подъездов, погибли 39 человек, смертей, разрушили 3 подъезда. Город Шахты, взрыв бытового газа в 8-9 этажах, 5 смертей и так далее. В поселке Солнечном 1 человек погиб. В ответ на мое обращение Общественная палата республики организовала круглый стол 7 февраля 2019 года и оформила рекомендации по вопросу, которую вручили мне и всем присутствующим по данному вопросу. Вот там вся тема эта. Такой положительный опыт дает мне возможность продолжить работу с КПРФ на тему контроль, безопасность применения и противопожарные мероприятия при эксплуатации электрооборудования жилых домов. Данная тема в настоящее время широко обсуждается в прессе. Достаточно прочитать статью в газете «Якутск вечерний» от 30-го. При пожаре погибли женщина и 4 детей. Фотографии, которых я вам предлагаю, и статью тоже. Вот женщина погибла и 4 ее девочек. Установили предварительную причину пожара – короткое замыкание греющего кабеля канализации. Никто не остался равнодушным из жителей республики и страны. Тексты соболезнования от главы республики граждан говорят о глубокой душевной травме со стороны невинных детей и матери в огне, причиной которого стало короткое замыкание в электросетях. Вслед за соболезнованиями в республиканской прессе предлагались предложения. Деревянные дома республики оснастить автоматической пожарной сигнализацией. Вот он. Вот тоже показывает, да? Пожарной сигнализации. В городе Якутске такая работа уже началась, предупреждает автор. Данное предложение поясняет, что пожары в домах и квартирах будут, но их начало будет определяться сигналом по дому, что даст возможность оповещения пожара. И это время оповещения пожара. И это время продолжится до прибытия пожарной части. Это значит, что автоматическая система
пожарной сигнализации оповещает факт пожара в доме, но не снимает причину пожара. Это причина в системе электроснабжения и электропотребления. Я считаю, что определение источника пожара и причины пожара – это главная составляющая снятия причины пожара в жилых домах и квартирах. Вторая статья. Вот вторая статья. Аргументы и факты, номер 48, от 25 ноября 2020 года. Когда начнут проверять электропроводку в квартирах. Это предложение главы комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Светланы Разворотиевой. Она отмечает, что 85% пожаров в квартирах происходят из-за электропроводки. У кого древние сети, электропровод не выдерживают нагрузку. Понять это может только электрик. Она так и пишет. Далее в статье оправдание. Квартирные электросети – это собственность жителей квартир и обещает дождаться решения министра. Ну, предложение, да. Мое мнение. Согласен, что надо начинать проверку электропроводки в квартирах. Но не согласен с тем, что нет требования по проверке качества электроэнергии специалистами. Вследствие этого работу надо начинать не с проверки начинать от проверки номинальных показателей напряжения, от наружных электросетей, от асимметрии, надо проверять асимметрию напряжения в квартирах, от перегруза электропроводки, что ведет к слабой изоляции электропроводки и так далее, по которым я хочу принять меры. Итак, начнем с определения причины короткого замыкания в электропроводке по электросетям квартиры. Питающие наружные электросети, магистральные провода по групповым сетям по стоякам жилых домов, квартир, без ответственного собственника. То есть здесь нету ответственного за это хозяйство. Управляющая компания, согласно договору, обязан производство техобслуживания. Акты производства техобслуживания никем не планируются, не проводятся, актом осмотра не подтверждаются. Мое предложение – организовать комиссию по осмотру электросетей любого многоэтажного дома при участии ответственного от управляющей компании, при участии специалистов, инженеров, электриков СПАО «Якутскэнерго», при участии специалистов Минстрой и МинЖКХ, при участии представителей из квартир жилого дома. Это предложение снимает все нарушения в системе электроснабжения с нарушениями ПУЕ, правил устройства электроустановок. Вот она. Так, снимает этот вопрос, да? ПУЕ, правил технической эксплуатации здесь же и находится во второй части. И строительные нормы, и также ГОСТ. Второе мое предложение. Организовать уроки электробезопасности, электросетей и электроприемников с пояснениями причин короткого замыкания в квартирах. Слабая изоляция проводов, перегруз проводов электрических сетей, определение нагрузки провода путем вычисления нагрузки бытовых приборов и освещения. Вот 3 пункта должны уметь делать собственники домов, если им поручено эксплуатировать групповые сети. Третье предложение. На уроках слушатели должны запомнить номинальное напряжение в сетях квартир 220 вольт в квартирах. Номинальная мощность от лампочек и от электроприборов.
Ну как определить номинальную мощность? Номинальное напряжение – это приходит. Оно как и электричество. А как определить номинальную мощность? Номинальная мощность написана на каждом приборе. На каждом приборе. И на лампочке 75 Вт. Дальше. Надо определить номинальный ток. Надо считать, что номинальный ток будет равняться мощности, которая приходит, и мощности, которая установлена. Подготовить надо вопросы. Каким образом можно узнать номинальные... Подготовить надо вопросы к этому собранию. Каким образом можно узнать номинальное напряжение и номинальную мощность электропроводки? Вопрос, ответ, они находятся где? В инструкциях, паспортах, которые приложены к данному оборудованию. Какие номинальные напряжения и какую номинальную мощность рассчитаны электроприемники квартир? Рассчитаны. И это надо смотреть, какое сечение провода к вам приходит к этим квартирам. Дальше третий вопрос. Какие номинальные токи, проходящие через электролампы, рассчитаны? Какие номинальные токи, проходящие через электролампы, рассчитаны на номинальную мощность, на напряжение 220 и на лампочку 75 вольт? Ответ. 0,34 ампера. Вот я сам делал вычисление, сам его и предложил. Мое обращение по пожарам в квартирах и домах называется контроль качества электроэнергопотребителей. Вопрос, кто же должен это контролировать? Если мы напряжение получаем от производителя, качественное ли напряжение поступает или некачественное? Это первый вопрос. Вот. Вопрос я выношу на обсуждение в связи с пожарами в жилых домах, квартирах с человеческими жертвами. Для примера 4 сгоревших малолетних девочек и их матери в Нанском русле. В своем обращении на первый план выношу качество принимаемой, потребляемой электроэнергии от ПАО «Якутская энергия». Это значит, есть сомнения по отклонениям напряжения, есть у меня сомнения, по отклонениям напряжения от номинального 220 вольт как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Напряжение в сторону увеличения от номинального 220, это пробивает, как ее между проводами, изоляцию, и вот это тебе короткое замыкание. И это когда большое напряжение. Когда маленькое напряжение, то электроприемник берет свое, увеличивается в проводке ток, он пробивает изоляцию и появляется пожар. Вот причины от электропроводки в связи с отклонениями какие напряжения. Вот. Поэтому здесь у меня вопрос возникнет вот такой, что ночью нагрузки уменьшаются. То есть причина роста напряжения в сетях в целом есть. Регулирование ночного роста напряжения зависит от поставщика. Для этого существуют диспетчера, которые должны наблюдать с помощью приборов дистанционных, АСКУЭ называют, какое напряжение с этой подстанции ночью будет получать данный дом. Второе. Жалобы о исчерпании сроков эксплуатации распределительных питающих сетей жилых домов от служб ПАО говорит о том, что по сетям идет рост допустимого тока при их эксплуатации. То есть Якутская энерго подает заявки, что вот у нас провода уже давно стоят. Это означает, что в этих проводах большой ток, который автоматически поступает в нашу сеть. Оттуда и есть пожар. Для начала отмечаю 2 проблемы по качеству электроэнергии и потребителей от поставщика. Для подробного пояснения по
отклонениям и потерям напряжения хочу коллективное обсуждение вопросов регулирования напряжения службами ПАО «Якутскэнерго», активное, индуктивное сопротивление проводов. Есть они в проводах или нету? Определение напряжения с учетом активного и индуктивного сопротивления проводов. Расчет сети по потерям напряжения при неравномерной нагрузке фаз. Оценка асимметрии нагрузок в жилых домах. Простой пример. Мы живем с соседом в одном подъезде на одной площадке. Сосед, на других площадках. У нас сети подключены к фазе я, сосед и третья квартира. Вот на каждую фазу и ноль у нас один. Если как эта квартира перебирает, а я не добираю, то через провод 0 ко мне поступает вот отсюда из-за асимметрии, из-за неравномерной нагрузки фаз, вот через эту систему ко мне поступает это напряжение, которое может вызвать пожар. Что еще нужно здесь я напишу? Хорошо, Умар Христофорович, мы заметили, вы очень хорошо разбираетесь в данной теме и привели достаточно много примеров. Скажите еще раз, давайте подчеркнем, все-таки какие предложения у вас есть по предупреждению пожаров в жилых домах? Давайте сделаем на этом акцент, чтобы прям люди запомнили. Предложения такие. Значит, у нас поставщиком электроэнергии является ПАО «Якутскэнерго». У нас сети принадлежат, распределены на два поставщика. ПАО отвечает до подстанции. С подстанции дальше питающие сети и магистральные сети переданы управляющими компаниями, а групповые сети, которые идут от счетчика к потребителю, никто не обслуживает. А электробезопасность не разбирает. Это электрика убьет или это убьет собственника. Поэтому собственников надо обучать. Или управляющая компания должен ежеквартально проводить лекции, объяснения согласно правил эксплуатации электроустановок. Тем самым и управляющая компания будет компенсировать вот эти все за счет того, что потребители будут, должников среди них не будет. Хорошо. Второй вопрос, и это система сегодня так. А вообще система должна быть такая. Поставщик должен обеспечивать безопасность и номинальные показатели электроэнергии от производителя до собственника, до счетчика моего. Вот счетчик потребителя, вот где заканчивается. А Якутскэнерго, наш поставщик, он разделили эти сети на два. При этом, питающие сети и магистральные не проходят свои эксплуатационные требования, установленные ГОСТом правилами электропотребления. Основные два правила. Хорошо. Исходя из ваших предложений, возникает вопрос, как нам теперь внедрить ваши предложения и начать ими руководствоваться? От слов? Где? Значит, мои предложения вот такие. Значит, первое. Время не так много прошло, как есть электрики, которые все это знают. Достаточно собраться и обязать через Министерство ЖКХ и энергетики всех энергетиков, всех служб, чтобы они выполняли свои требования. Обязать это одно, а потом их проверять, это совсем другое. Поэтому надо обязательство подтвердить проверками. Поэтому нужна программа
даже двухгодичная, если что поможет снять вопросы. Вот это так. Значит, все. Мгм. Хорошо. Все, да? Все. Мгм. Ну, значит, наша передача подходит к концу, и хотелось бы подвести итоги по теме нашей сегодняшней программы. Марк Христофорович, пожалуйста, резюмируйте тему нашей программы и еще раз закрепите ее рекомендациями. Значит так, для того, чтобы как его... достать можно, да? Да, конечно. Для того, чтобы вот это все пояснить, вот, много предложений, много форм, да? Вот. Сети мы пользуемся в сетях напряжением 220 вольт. Большой, 220 вольт. Вот 220 вольт нам поступает от генератора электростанции. Это, значит, смотрите, 220 вольт – это фаза, вот, это фаза, а это ноль. Разность потенциалов между ними 220 вольт. Вот такое к нам приходит. Но к нам приходит не сразу, а там выдают на повышение, а потом на понижение, а потом еще раз на понижение, а потом через сети, и до нас доходит вот это. Поэтому вот в этих сетях, которые я только что сказал, это идут потери, которые вот здесь. Их надо компенсировать. Эти расчеты ведет ПАО «Якутскэнерго». Вот поэтому среди присутствующих, которые будут участвовать дальше при сборе, обязательно, чтобы Якутскэнерго был. И вот это объясним. Потому что провода бесплатно не пропускают электроэнергию. Провод любой, который мы видим на улице, бесплатно не пропускает. Этот провод в себе берет электроэнергию, за счет которого пропускает. Это называется технические потери. То есть за то, чтобы он пропустил, как его вот эту радость сохранял, для этого требуются в проводах технические потери, которые составляют 12% от потребляемой, не от выработанной, а от потребляемой электроэнергии. Вот такие расчеты, если велись до 1991 года, с тех пор эти расчеты сняли, и тем самым вот это уже не считать. Тем самым уже никто не стремится, чтобы вот это было 12% или больше. Никто не стремится. Поэтому я еще раз говорю, что надо обязать специальным, что ли, законом, даже на местном уровне, чтобы вот это возобновили, чтобы Якутскэнерго свои потери технические выносил людям. Вот. Это 220 у нас называется номинальное напряжение. 200, а как определить номинальную мощность, чтобы определить ток? Ведь ток-то, мы с вами знаем закон Ома, да? Вот нам нужно как его напряжение, вот оно. Нам нужна мощность в паспорте, оборудование или лампочки 75 Ватт. Номинально можем определить? Можем определить. Вот это разделим и получим 0,34 ампера. Значит, а наш провод 2,5 миллиметра площади пропускает 6 ампер. Посмотрите, как его, сколько мы имеем. Если только мы нагружаем своими. А если мы туда приходит, как его, еще и вот эти проблемы, которые существуют, Якутскэнерго,
вот этих, кто-то еще дополнительно к нашему счетчику что-то подвесит. Конечно, тогда вот это у нас происходит. Вот совсем маленький пример, по которому можно пояснить, как можно определить свою вот эту. Где я взять, что вот такой провод выдерживает вот такое напряжение? Есть у нас струи. Вот здесь есть таблицы, да? Вот здесь есть таблицы, которые поясняют, сколько выдерживает мой провод сечением 2,5 миллиметра. Вот сечение. Вот там есть таблица. Это электрики прекрасно знают, это поэтому все это есть. Теперь, второй вопрос. Я и все мои, которые меня беседуют, коллеги другие, возмущены тем, что сгорел от электропроводки. От электропроводки нет, от кабеля греющего септик сгорел дом. Кабель септика находится, от квартиры идет туда, провод, который подключает этот кабель в начале, и от него сгорел дом. Вот один из представителей говорит, надо установить, вот обещание, надо установить пожарно-охранную сигнализацию. Другие, а это сколько обойдется? А это кто будет платить? Ничего об этом не говорит. То есть техника экономического обоснования нету. Он установил, и он пишет, что это возможно. Второе предложение, которое подает второе предложение. В общем, вот это предложение пожарно-охранная сигнализация. Пожарная охранная сигнализация не отключает сеть. Короткое замыкание, остальное все продолжается. Горит. Все. А горит это значит, а сколько мы вызовем пожарную команду? Это 15 минут. Это 20-15 минут любой дом сгорит. Поэтому, какие бы деньги мы здесь не заплатили, эффекта нет. Эффекта нет. Второй вопрос. Менять электропроводку. Я бы начал электропроводку в своей квартире. Не 4-комнатная квартира. Это значит, вот те борозды, которые проходят мои линии, а я должен определить по какому-то проекту или вдоль какие-то линии сделать, чтобы определить, на какой высоте они находятся от потолка. Обычно 15-20, согласно требованиям правил. А этого нет. Они, чтобы сэкономить провода, они поперек идут к розетке. Проводят, а потом, может, и все. То есть, это предложение с этими затратами. И посчитаем дальше. Да я же как его не проведу, если я обои снять. Это по-новому надо обои делать. Посмотрите, какие убытки мы несем. Да? Но здесь хорошо это предложение, потому что в этом предложении предлагается, надо спросить электрика. Все правильно. Значит так. Электропроводка в квартиру идет групповыми сетями. Одна группа – это светильники с фазой. Другая группа – это светильники, другая группа – это штепсельные розетки. Они должны быть разделены. Вот проверить, разделены или нет. Вот кто скажет, что вот у этого человека, у вас или у вас стоит штепсельная розетка, и вы не заглядывали в течение 15 лет. При этом в наше время уже пылесосов нету, пыли много в Якутске, там садится и произойдет замыкание. Поэтому, значит, вот эти предупредительные меры, которые касаются, он не может собственник сам выполнять. Надо это, чтобы был специалист. Значит, еще раз возвращаемся к групповым сетям. На фазах этих групповых сетей, на фазах
должны стоять автоматические выключатели. Они должны подобраны быть согласно нагрузок, согласно тех, сколько здесь розеток и сколько здесь светильников, с допущением на 50%. Это, по-моему, и делается там, где пожар. Ну, а потом вот это, и потом идет нулевая линия, рабочий, N называется, рабочий провод, а вот это вместе вот здесь соединяем лампочку и горит. Это штепсель? Нет, лампочку вот сюда. А к штепселю соединяем пылесос, телевизор, холодильник. Вот так. Значит, в первую очередь, надо подобрать автоматические выключатели. Здесь автоматические выключатели должны отключаться при токе 16 ампер. Прямо написано. Они делятся как и 16 ампер, 25, 40, 75, в зависимости от нагрузки. Но квартиру же надо подобрать. И этого нет, какие есть, какие дешевле продают, то ставят в домах. Это надо проверить и снять, и заменить. Кроме этого, с 1998 года специально разработали в связи с пожарами в электропроводке приспособление, которое называется УЗО. Устройство защитного отключения. Как только между проводами появляется какой-то коробка, УЗО отключает. И это по старым учебникам 0,2 минуты. Секунды. В новых учебниках 0,4 секунды. Посмотрите, если мы сегодня УЗО поставим, ничего не будет. Если бы в этом доме, откуда они запитали свой септик, кабель, в нафазном проводе стоял УЗО, ничего бы не случилось. Все, мигом бы это все отключилось. Вот, значит, вот это. Где и как устанавливается УЗО. Вот это все написано, вот правильную установку, правильно. УЕ. Вот она мой. Еле живой, потому что каждый раз приходится с ним бегать. Правильное устройство электроустановок. Вот здесь, как его рекомендуется использовать УЗО в аппаратах, даже с автоматическими выключателями, которые не обеспечивают защиту от сверхтока. Даже автоматически есть даже. Если бы вот в этом доме покойная женщина затребовала, чтобы она недолго стоит. Я хотел купить, но то на больничном, то где, и не зашел. Если бы УЗО установили и стояли, и здесь должны обязательно стоять, в сетях С, которые идут, группа, которая идет розетка. К светильникам, лампочкам не привесить. Да, мы же не будем вешать, как его, больше, чем люстра. Поэтому, как его, вот здесь надо УЗО устанавливать. Этот УЗО надо устанавливать там, где электропечки. Вот, чтобы не было, вот, и чтобы провода работали и не старели раньше, чем дом. Значит, мое самое главное предложение и моя самая большая благодарность будет тогда, когда мы каким-то образом, какими-то организационными мероприятиями добьемся и сперва убедим ЖКХ и Минстрой, что установка УЗО надо включать в проект, который делает проектный институт в Якутске, в Москве, где надо включать. Ну, у нас правило есть, а туда не входит.
Вот это был наш первый плюс. Вот. А дальше, что касается как его проверки, я же вам сказал, розетка штепсельная, да? Вот она же там стоит, и она все время пыляка дома, или если близко к ковру стоит, ковру тут, туда пыляка, и он надо тоже. Поэтому сплошная проверка. В домах, которые уже 10-12 лет, крышку снял, отключил свет, крышку снял, протер, и все, и обошел все. И электрик это сделает, это нельзя. Для того, чтобы это сделал, как его электрик, он сперва проверит. Вот. И горит вот эта вот лампочка. Он не отключен. Отключили, не горит. Все. Кроме этого, подошел и проверяет. Вот так нажимает и проверяет. Есть напряжение? Нету. Не горит лампочка. Вот здесь лампочка. Вот потом вам дам, и проверите, посмотрите. Хорошо. Вот. И все. И тогда он приступает. То есть, если собственник проводит работы сам, если он не снабжен вот этими, то мы перейдем не к пожару, а к самоубийству. А это тоже нельзя. Поэтому обязательно надо. Обязательно надо. Вот. Каким образом? Это уже зависит от нашего совещания, которое организовал КПРФ. И это мы проведем, и все будет в порядке. Значит, итогом нашей встречи, нашего совещания я бы хотел увидеть вот в чем. Мы с вами это, вы меня помните, мы с вами это все увидели. Надо уметь определять какие отклонения. Отклонения 5%. 5% только отклонения, это чуть больше. 10% отклонения напряжения, это уже все плохо, сети греются. Вот чтобы где-нибудь вот это отразить на каком-то, какой-то прессе, что ли, чтобы люди, которые не придут, а для других организовать все равно учебу, где им предложить, что такое номинальное напряжение, номинальное значение мощности и номинальный ток, откуда они берутся, как они вычисляются. Чтобы многие, может быть, из них дома вычислить вот это. Или пресса. Вот, это моя первое, чтобы людей убедить, что обязательно это надо. Второе, организовать удобно, особенно в деревнях. Особенно в деревнях. Меня называют легендой Вилюйской энергетики. В Вилюйской мы делали отопление. Министерство ЖКХ и энергетики. Они хотели использовать сети освещения для отопления. Категорически отменили. Проекты составили и отдельные сети провели. Как хорошо. Отдельные сети, которые обеспечили УЗУ, потому что это отопление. Это может быть, он вытянул и включил какую-то печку, это какая-то гвоздь какой-то или другой, и ему холодно включил, да, срабатывает. И все. И команду давать, не поташу. И все, и отключается. Поэтому, очень много зависит от того, как мы отнесемся к этому проблеме. Как мы отнесемся. А мы относимся таким образом. КПРФ требует. И с меня уже, я мучаюсь, да, давай как-нибудь пробивать, давай как-нибудь подготовься. Я готов сегодня бесплатно помогать, если соберемся МинЖКХ, Минстрой, и мы с вами, и обсудим этот вопрос, и поставим перед этим, какие убытки мы даем. С нами правительство все согласятся, потому что они соболезновали.
И это от нас, от всех зависит. Сегодня у них, а завтра у меня. И это вообще. Поэтому я благодарю вас за то, что вы мне, как его, помогли хотя бы высказать. С другой стороны, я считаю, что эта наша задача будет выполнена, потому что человек счастливый. Где бы я ни был, кто бы я ни брался, у меня идет. Допустим, вот взрыв газа, пожалуйста, обязали идет. С 1991, с 1989 по 2003 год линия мирный сунтами строили, Джоева отправили туда штыров, линию начали строить. Это я сам себе, и где бы я ни пошел, в какую работу, вот она у меня идет, потому что понимают люди, что это надо. Поэтому я считаю, исходя из своей жизненной практики, что данная работа по снятию пожаров с помощью устройства защитного отключения УЗО, вот, несмотря на мое состояние, старость, да, она у нас пойдет. Как только вот это сделаем, я домой уезжаю. Хорошо. Присаживайтесь. Студия «Красный Коннект» и мы, ее участники, надеемся, что сегодняшняя программа поможет нашим зрителям уберечь себя от столь страшной в наше время проблемы короткого замыкания, разовьет бдительность и ответственность за себя и своих близких. С вами были Джоев Умар Христофорович, ведущая Карипанова Нина и студия «Красный Коннект» в программе «Точка зрения». Будьте бдительны, берегите себя. Всего хорошего, до новых встреч.